әріптестер, бізде баспасөз мәслихатында Ордабасы командасының бас бапкері Александр Сергеевич Сидев. Ваши комментарии, пожалуйста. Мне остается поздравить Тарас с победой. К сожалению, очень неудачный, мягко сказано, наш первый тайм в нашем исполнении. К сожалению, той активности, которую, на мой взгляд, мы все-таки проявили во втором тайме, нам ее не хватило для положительного результата. Не могу сказать, что мы в втором тайме адаптировались к полю, потому что поле одинаково для двух команд. Не понимаю, почему, скажем, мы выбрали такую стратегию игры. Мы пытались играть короткий средний пас, пытались что-то делать конструктивно. Выглядело это, естественно, неуклюже. Ну и как следствие забитый мяч и, на мой взгляд, достаточно ощутимое преимущество хозяев. Во втором тайме, наверное, все-таки удалось нам осмыслить то, как надо действовать. И, как мне показалось, футболисты наши были достаточно уверены в своих силах. Мы оказывали давление на соперника, но не всегда владение мячом является как бы преимуществом. Нам не хватило не только завершающего удара, но и, наверное, все-таки последнего паса. Виной тому уже, наверное, и спешка, и качество поля, ну и самое главное, все-таки и наше мастерство. Я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы. Я надеюсь, что мы станем еще более целостными. Пытаемся все-таки начинать намного раньше, чем мы сегодня начали матч. Ислам Мигдасан, из Тараза вы кого можете отметить? Потому что, может, хотели бы видеть у себя в команде в Ордабасы? Ну, вы знаете, я очень уважаю своих футболистов. Мы сделали выбор на эту обойму. Футболисты Тараза очень квалифицированные, добротные. Но я не могу сейчас в спешке выделять игроков. Многие игроки доставляли неудобства, многие игроки играли Тараза достаточно, скажем, уверенно и в обороне. Но меня волнует сейчас наша игра и подготовка наших футболистов. Это для меня приоритетный магазин. Ну хорошо, а почему в вашей команде очень мало местных игроков? Я не знаю, откуда у вас такая информация. Насколько мне известно, может, вы меня уточните. Кроме легионеров у нас только местные футболисты. Только местные. Причем даже не казахи, а местные. Шымкентские игроки. Поэтому уточните, пожалуйста, этот вопрос. И я не знаю. Ну, Ваганов местный, Шамши местный, но других уже мы... Кто дальше? Дальше продолжайте. Кого вы еще знаете? И все. Серьезно? Да. Надо уточниться, а потом задавать такие вопросы. Еще вопрос? Областной телеканал, Ренат Ахматуллин, вот вы сказали, что качество поля вас не устроило. Что именно? Ну, я не знаю, как ответить на очевидный вопрос. Вы считаете, оно соответствует уровню премьер-лиги? Выйдите, пожалуйста, на него и посмотрите. Ну, мне важен ваш комментарий. Как специалист, вообще, качество газона. Но оно было одинаково для двух команд. Я не сказал, что это явилось причиной нашего поражения. Я сказал, что оно не позволяло играть в комбинационный футбол двум командам, не только нашим. В всяком случае, футболисты старались это делать. То есть вы считаете, что ваш домашний стадион подготовлен намного лучше? Я не сказал, что он подготовлен. Что значит, вы считаете, что наш стадион подготовлен намного лучше? Наш стадион тоже, поле было не совсем приемлемое как бы для первого матча, но виной тому все-таки, наверное, больше были погодные условия. И последний вопрос о перспективах вообще на сезон долгосрочных. Перспективы. Во-первых, нам надо скомплектовать команду. Это первая задача, которая стоит сейчас. Вторая задача
это снивелировать уровень и степень подготовленности наших игроков. Третья задача, которая параллельная, она, наверное, самая главная. Я уже сказал, что нам нужно. Мы, работники, сохранили клуб, теперь нам нужно сохранить позиции команды, чтобы она в ближайшем будущем вышла на лидирующие места в чемпионате.